Неблагополучная семья. Как часто вам приходится слышать такое сочетание слов? Какие ассоциации оно вызывает? Наверняка, приятного мало. А вот если добавить к этим двум еще и слово «многодетное». Казалось бы, нас это не коснется, и с этим мы никогда не повстречаемся. Но либо суровые жизненные обстоятельства, либо нежелание их преодолевать в результате и выливаются в картину далеко не лицеприятную. Пьющие родители, брошенные дети, антисанитарные условия проживания – это лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться службам системы профилактики. После ряда чрезвычайных ситуаций, произошедших в республике, под особый контроль взяли многодетные неблагополучные семьи. И несмотря на то, что под присмотром курирующих органов они находятся круглый год, внимание к ним удвоилось. Многие неблагополучные семьи, конечно, сдвигов как бы мало, но некоторые семьи все-таки выходят на хороший уровень, берутся за ум, как бы, чтобы и в семье все нормально было, и дети были обеспечены, работать начинают, в дальнейшем детей в садик устраивают и благополучно ведут свой образ жизни. Ну, конечно, многие так и остаются на этом уровне, потому что злоупотребляют спиртными напитками, ненадлежащее воспитание за детьми происходит. Комиссия, в состав которой вошли представители пожарной части, управления гражданской защиты, отдела опеки, социальной защиты, комплексного центра, полиции, при подворовом обходе в первую очередь обращала внимание на адекватное состояние взрослых в доме, чтобы они не находились в алкогольном опьянении, а также на состояние детей и условия их воспитания, которые, скажем прямо, сложно назвать приличными. Если для одних проживание на 10 квадратных метрах 9 человек, в их числе 7 – это дети, норма, то вот другие решили отказаться от разгульного образа жизни, бросили пить, навели порядок в доме, начали сажать огород. Но такие случаи – редкость. Ежеквартально мы стараемся их приглашать для беседы, для контроля, как у них обстоят дела, обстановка в доме, вообще условия, перевоспитались ли они, реабилитировались ли. Поступает к нам материал в комиссию, и мы уже решаем, ставить на учет их или не ставить. Если, значит, поставлена на учет семья, уже идет реабилитация данной семьи. То есть, если уже мамаша пьющая, не работает, стараемся связываться с центром занятости, подыскивают им работы. В наркологию, естественно, отправляем для реабилитации, для лечения от пьянства. Но, к сожалению, конечно, есть хорошие результаты. Могут в течение полгода не пить. И мы уже ставим вопрос по снятию с учета. Но, как правило, конечно, вылечивается, но не навсегда. Отдельно каждый из домов был осмотрен на предмет соблюдения пожарной безопасности, состояние электропроводки, газового и печного оборудования, захламленности внутри жилого помещения и придомовой территории. Результаты неутешительны. Больше всего электропроводка в ветхом состоянии, печные отопления, то, что все уже без побелки, без ничего, загроможденные, завешенные вещами, мусор перед топкой. На сегодняшний день на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоит 103 неблагополучные семьи, в которых воспитывается 284 ребенка. Если дети находятся в социально опасном положении, то их изымают и отправляют в приют на 6 месяцев по закону. Если родители встают на путь исправления, то малышей возвращают, в противном случае лишают прав. Что из двух зол меньшее, решить сложно, но когда на хрупкие весы кладется жизнь ребенка, ответ однозначен. Чтобы не довести до этого состояния, достаточно всего лишь навсего желания. Желание видеть, как растут твои дети в нормальной обстановке. Обращаюсь ко всем жителям города, к родителям, особенно многодетных семей. Не оставляйте детей без присмотра. Убирайте спички и обязательно обращайте внимание на состояние электропроводки, печного отопления. Наступил весенне-летний пожароопасный период. Запрещается в этот период разжигание костров на территориях, придомовых территориях, на своих территориях, и сжигать мусор запрещается. Рейдовые мероприятия городской комиссии по проверке пожарной безопасности жилых помещений, где проживают многодетные неблагополучные семьи, уже прошли в поселке Туяляс и Аркаим. Не останутся без внимания остальные микрорайоны города. В настоящий момент принято решение сделать такие профилактические мероприятия еженедельными. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.